Однако ни на той, ни на другой нации не может лежать клеймо проклятия за грехи не лучших их представителей. Наша печальная история знает немало примеров того, как волею одного человека шельмовались и обманывались миллионы. Большинство осетин, проживающих ныне на исторической территории пригородного района, выходцы из Южной Осетии. Часть из них, выпустившие ингушские дома, приехала добровольно, часть, повинуясь приказу. Село Сунжи. 17-19 век. Ингушское село Ахки-Юрт. Затем казачья станица. После революции и депортации казаков здесь вновь поселились ингуши. После депортации ингушей село стало осетинским. В основном молодежь родились здесь. Это считается их родина. Куда они могут пойти, скажите, пожалуйста, куда, что они могут нам предложить? Это наше село, это наша родина. А что здесь, какому ингушу мы можем освободить дом, когда их дома нет? Они были плетеные, старые дома, саманные, они все развалились давно. Вот пускай хоть один ингуш скажет, что это мой дом, я этот дом построил. Нету, тогда все построено с 1944 года по сегодняшний день. Скажите, а если такое решение все-таки будет принято, и этот район передадут ингушам, сумеете... Однозначно передать ингушам, что ни один человек отсюда шаг не сделает. Ни один человек. И тогда вы не подчинитесь Москве? А Москва, если несправедливое решение будет в Москве, тоже неправильно. Это не могли так решить вопрос. Ну это же война. Ну а что теперь делать? Куда нам идти? Пускай Москва нам скажет, куда нам идти, что нам делать. Притом, значит, мы уже давно здесь живем, с 1944 года. А теперь, значит, еще беженцы сюда, к нам приехало около 3000 населения душ. Куда их девать? Добрый день. Вот вы живете в казачьем доме. Говорят, что есть такой вариант, что здесь будет казачий округ национальный. Как вы к этому относитесь? Никак. Нормально. Ну, придет какой-то казак и скажет, что вот у меня есть документы, что это мой дом был или моих предков. Вы им дом уступите? Конечно, нет. Это невозможно вообще. Пришел кто-то и говорит, давайте наш дом и так далее, и все. Что это значит? По-вашему, нормально? Ну, если у него будут документы, если он докажет исторически, что это его предки строили этот дом. Но мы же тоже его купили. Вы же должны понимать нас. Ну, а если Верховный Совет России примет решение вернуть сюда ингушей? Ты согласен жить в Ингушской республике? Я вообще-то не согласен. С ингушами жить. А в Ингушской республике? Нет. Будет война, и все. Вот вы говорите, кто-то придет и скажет, это наш дом и так далее. Что нам делать? Ничего нормального не будет. Есть же люди, которые могут разобраться в этих вопросах. Пусть не осетинские ученые, пусть не ингушские ученые, пусть не казачьи ученые, а нейтральные ученые возьмут исторические документы и правду скажут, кто где когда жил, кто сколько проживал на данной территории, и кто в чем виноват перед этим народом. Ну, что должно быть для нас критерием? Вот как вам кажется, Российская империя, Советский Союз, прошлая эра, начало христианства. Что может сейчас быть критерием для того, чтобы определить, кто где проживал? И я не только из того, что сейчас есть реально, но исторически народ, который проживал на данной территории, одно-два поколения, он имеет право считать эту родиной своей. Казаки считают своей родиной станицу Тарскую, ингуши называют Тарскую Ангушты, сердцем Ингушетии. Слово «ингуши» пошло от ангушт. Осетины отстаивают свои права на эти земли. Написаны тома исторических трудов, сотни статей, доказывающих приоритетное право на эти территории той или иной нации. Историки не разобрались и не договорились. В спор вступили политики. И разрешать исторический спор, как часто бывает, предоставили человеку с ружьем.
Село Ангуш-Татарское с двух сторон заблокировано прибывшим 12 дней назад Нижегородским полком дивизии быстрого реагирования. У вас есть среди ингушей друзья? Есть вот это рядом, вот все там ингуши, здесь ингуши. Это Друзья? Да. Друзья. Соседи. А у вас есть среди осетин друзья? Ну, я же работаю вместе с ними много лет уже. Есть, конечно. А вот вы без Москвы между собой договориться не можете? Я считаю, что старшины, ну, старики и договорились бы обо всем. Раз волей судьбы они сюда попали, когда-то нас выселяли, они тоже не виноваты. Раз они волей судьбы попали сюда жить, ну пусть живут. Вы согласны жить в Ингушетии? Хорошо. Неплохо. Хоть ингуш, хоть осетин, хоть татар, хоть грузин. Какой разница? Ну, еще большая проблема, это из-за того, что вот эти беженцы с Южной Осетии, из-за этого тоже большая проблема встала. Да, вот это. Если бы этой проблемы не было, мне кажется, этот вопрос бы давно решился бы. И вместе мы могли жить. Жить мирно, иметь друзей, добрых соседей хотят, наверное, все. Какая же злая сила ожесточает людей друг против друга, отталкивает народы, лишает их родины? Кого винить в бедах? Изгоняемых или изгнанных? Беженцы из Южной Осетии и Грузии. Они оказались не совсем желанными гостями в Северной Осетии. По всей республике их число доходит до 100 тысяч. Между северными осетинами и беженцами вспыхивают конфликты. Коренные жители обвиняют кударцев, как они называют юго-осетин, в резком взлете преступности, в усугублении экономических проблем. В пригородном районе беженцев десятки тысяч. Они живут в аварийных помещениях, санаториях, школах. Большинство из них безработные. Да и здесь им неуютно, ведь пригородный район – спорная территория. У вас нет претензий к руководству Северной Осетии, но вот зачем вот в это спорное место, в место, на котором опять может политься кровь, селят беженцев, которые уже один раз пережили? А что они могут? Ничего. Без помощи правительства России наше правительство ничего не может. Какое будущее для ваших детей? Скажите, вот в чем вы видите будущее ваших детей? Я абсолютно ничего не вижу. Мы думаем и ждем каждую минуту, или смерть больше ничего не ждем. Абсолютно, ты скажи, 1,5 года здесь живем, кухня нету, кухня, чем изготовлять. Работу вам обещают? Закрывается весь завод, а кто обещает, еще непонятно. Сейчас везде сокращение, откуда? Сокращает и закрывает. А чем жить, непонятно. Весь Кавказ, еле все наши предки жили. Земля наша, тогда я сомневаюсь, как это можно сказать. Они говорят наша земля, грузины говорят наша земля. А где наша земля? Где нам жить? Скажите, пожалуйста, мы туда поедем. Не допускайте вот такой возможности. Вот здесь объявляется Ингушская республика, но вас оставляют здесь жить. Здесь? А вы как думаете, как нам грузины, так они сделают, нам здесь оставляют? Вы как думаете?